Детский образовательный лагерь Ажейпща открылся около недели назад. 41 школьник из разных районов республики уже 6-й день отдыхает в палаточном лагере в Ауатхаре. Проект был организован Министерством образования и науки Абхазии. Финансовую поддержку ему оказал Фонд социального страхования при Министерстве труда. Дети обеспечены всем необходимым. Им раздали теплую одежду и дождевики. Обустроили в теплых палатках, организовали трехразовое питание. Существует специальная программа, благодаря которой ребята узнали много нового о природе Абхазии. Также были организованы походы на озеро Мзы и к роднику Ауатхара. С детьми работают воспитатели из Сухумского лицея, и повара, и медсестра. Мы, как говорится, экипированы. Помимо всего прочего, мы им показываем фильмы. Вот висит у нас баннер, работает у нас дизель, абхазские национальные игры. Беседы разного рода у костра. Это костер сближает. И, я полагаю, что оно того стоило. Конечно, не без ошибок это первый шаг. Нам это, на будущее мы внесем, наверное, какие-то другие коррективы. Детям скучать не приходится, времени не было, признаются они. Правда, ливневые дожди немного изменили их планы. Например, поход к Аджарскому водопаду пришлось отменить. Погода на Ауатхаре сегодня пасмурная, но детям и это в пользу. Они организовали посиделки у костра. Каждый по-своему проводит свой досуг. Кто-то за игрой в шахматы, кто-то в волейбол. Ребята в восторге от увиденного, особенно те, кто в горах впервые. С Москвы приехала сюда отдохнуть. Меня отобрали сюда. Я на самом деле очень рада. Мне очень нравится, потому что природа, горы, очень красиво. Тут такие ребята приятные. Вот с Москвы приезжаешь, понимаешь, что Кавказ это действительно вот очень здорово. Сюда надо приезжать. Афина Шакая самая младшая в лагере, ей всего 12 лет. Она учится в Сухумском лицее-интернате. Признается, ни секунды не пожалела, что попала сюда. Девочка вновь хочет поехать в горы, но уже вместе со своей семьей. Ну, здесь красиво. Мы иногда идем в походы. На Мзы мы пошли, там очень красиво было. Мне тут понравилось. Я хотела бы еще второй раз прийти сюда, ну, уже с родителями. Показать им тут как красиво, еще, чтобы мы погуляли здесь. Детский образовательный лагерь Ажейпща сегодня посетил Рауль Хаджимба. Президент лично пообщался с ребятами, увидел, в каких условиях они отдыхают, и даже сыграл с ними в волейбол. Глава государства отметил, что проектов подобного рода должно быть намного больше. Это дает возможность узнать о своей стране больше. В этих коллективах, наверное, все-таки возникают те основы дружбы, взаимоотношений людей, маленьких людей, больших наших, тех, кто их сопровождает. И зарождаются чувства дружбы. И, наверное, знания о нашей стране, которые даются им здесь, они непосредственно видят это на месте. Видят природу, здесь говорят об экологии, здесь говорят о проблемах нашей страны. Так, чтобы это было доступно для осознания подрастающих. В лагере Ажейпща отдыхают сегодня победители, участники различных олимпиад и спартакиад. Но уже завтра эта группа ребят поедет домой, а на смену им приедет другая. Первую партию мы в основном укомплектовали из числа участников спартакиады. Ну, дети уже физически подготовленные. Создали максимальные условия. Тут вот видите, и генератор стоит, воду постоянно получают, есть душевая кабина, ну, все условия мы создали. Кухня у нас, вот сами дети довольны, говорят, что очень вкусно готовят. Детский образовательный лагерь завершает свою работу 18 августа. До его закрытия планируется привезти на отдых еще около 100 детей, в основном из многодетных семей. Сария Смыр, Алексей Агухава, Абхазское телевидение.